Он вчера еще вроде был живой. 15 телят потерял фермер из Зеленодольска. На животных напала стая собак, и случай этот не единичный. От укусов братьев наших меньших с начала года пострадали уже больше 1000 человек. ЧП в конце апреля, когда в реанимации после нападения агрессивных дворняк оказался мальчик, обострило проблему. И уже 1 мая президент Татарстана потребовал навести порядок в этой сфере. Подвижки есть. Сейчас нужно определить источники финансирования проектов для открытия тех же муниципальных приютов. Каких в районах и сколько будет строиться и во сколько это обойдется бюджет. Сегодня на этот вопрос пока остался открытым. Пока муниципальных приютов нет, нужно помогать тем, кто уже работает, говорят участники круглого стола. В республике сегодня 15 частных пунктов для дворняк. Проблем у них немало. До Челнинского не доехать, нет дороги. В Аксубаевском не хватает даже хирургов-ветеринаров, потому собак там не стерилизуют. Зоозащитники предлагают создать по всей республике сеть мобильных пунктов по стерилизации, по примеру Казани, и сделать эти услуги бесплатными. Представители приютов за чипирование бродяг. В дальнейшем мы можем отследить, если бессибиркованная собака рожает, кто отработал собаку. Если есть приписки, мы можем по этой электронной базе сверить. Еще одна проблема – нехватка кадров. Тех, кто хочет заниматься отловом. На сегодня из выделенных бюджетом 56 миллионов рублей освоено только 20. Надо разбираться в том, почему это происходит. И почему у нас рынка услуг нет. Что там зашито как проблема, которая не позволяет даже эти небольшие средства, эти возможности, правильно реализовать. Сегодня важно очень было то, что здесь принимали участие как частные предприятия, которые сами решают эту проблему, даже только за счет благотворителей без бюджетных средств, те, которые работают по муниципальным, государственным полномочиям. Но то, что диагностирована такая межведомственная несогласованность, и есть вопросы, которые надо решать, в том числе учитывая мнение общественных организаций. По федеральному закону о гуманном обращении с животными усыплять и отстреливать здоровых собак нельзя. А так как приютов для них не хватает, 90% дворняк после стерилизации вновь оказываются на улице и также представляют опасность. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.